Уже год в Коми работает Центр управления регионом. Помогает оперативно выявлять и решать проблемы от самых простых до системных. При этом жителям не нужно ходить по инстанциям. Диалог с властью происходит посредством сети интернет. И ЦУР здесь выступает как связующее звено. В студии программы руководитель Центра управления регионом Евгений Зелинский. Узнаем у него о первых выводах, которые может сделать ЦУР по итогам работы за год. Евгений Александрович, как для Центра прошел этот год? Да, действительно, 16 ноября этого года нам исполнился год. И, если позволите, я бы начал со слов благодарности, собственно, всем нашим коллегам, партнерам, друзьям, с которыми мы в течение этого года выстраивали эффективную коммуникацию с жителями Республики Коми, между жителем и органом исполнительной власти. К партнерам и друзьям, безусловно, относится и ваш телеканал. Спасибо за помощь в решении тех проблем, о которых жители сообщают в интернете. Это действительно очень ценно и помогает в работе. Отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что ту стратегическую цель, которую мы перед собой ставили на период становления, повышение качества работы по обратной связи в Республике Коми, мы, безусловно, достигли. И в этом заслуга, конечно же, не только Центра управления регионом, но и наших коллег из органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Конечно же, в этом большая заслуга главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба, который, кстати сказать, не только словом, но и делом доказывает важность этой работы, ежедневно начиная свой рабочий день с нашей аналитики и с нашего сервиса «Тепловая карта», которая дает понимание по проблематике, которая волнует жителей Республики Коми в разрезе каждого муниципалитета, практически в режиме 24/7. Мы на самом деле провели большую работу, и если говорить о цифрах, то с начала, собственно, с момента открытия мы обработали уже порядка 82 тысяч сообщений, которые писали жители в интернете, в основном в соцсетях. Для примера приведу, допустим, в первый месяц открытия, в ноябре прошлого года, в месяц поступало порядка 1500 сообщений. Сейчас их в 5,5 раз больше. Их уже 8 тысяч по итогам октября этого года. Мы видим, что запрос на такого рода коммуникацию, которая, с одной стороны, очень простая, достаточно просто написать сообщение где-нибудь в соцсетях, на каких-то иных открытых площадках, у людей очень большой запрос к такой коммуникации. И понятно, что количество этих сообщений будет с каждым годом расти. Мы, помимо всего прочего, сокращаем время ответа органов власти. Сейчас среднее время ожидания пользователям ответа составляет 3 часа 52 минуты. При том, что в конце прошлого года это было 8 часов. Республика Коми сегодня находится на хороших позициях по обратной связи в Российской Федерации. Об этом говорят наши коллеги. И это, кстати сказать, подтверждает и замеры оценки качества ответов, которые проводятся практически ежемесячно. Но при этом мы видим, что у нас огромное количество еще работы впереди. Нужно совершенствовать и наши механизмы обратной связи, и качество ответов. При этом мы понимаем, как это делать, поэтому будем продолжать эту работу и дальше. Если растет количество обращений, о которых вы говорили, значит, растет и доверие к Центру управления регионом. В то же время, каким образом вы вычленяете наиболее актуальную информацию, то, что необходимо в первую очередь донести до руководства республики? Вы знаете, мы не делим сообщения граждан, и если человек пишет о какой-то проблеме, значит, она точно, абсолютно актуальна, важна, и ее нужно донести до того или иного органа исполнительной власти, до того конкретного сотрудника, который отвечает за ее решение. Собственно, поэтому абсолютно точно вам могу сказать, что любое сообщение, которое попадает в систему инцидент-менеджмент, либо в сервис госуслуги «Решаем вместе», абсолютно точно дойдет до исполнителя и будет решено. Другое дело, что мы сейчас вышли на некий новый этап нашей работы, и сегодня говорим уже о выявлении и решении системных проблем республики, то есть тех проблем, которые волнуют большое количество людей. Мы выявляем их благодаря нашему инструментарию, так как я уже сказал, тепловая карта, система инцидент-менеджмент.
делаем аналитику, вырабатываем пути решения и доносим информацию об этих проблемах до руководства республики, которое, надо сказать, достаточно адекватно откликается, пытается оперативно устранить эту проблему, а там, где невозможно какое-то быстрое решение, планирует ресурсы с тем, чтобы исключить первопричину этой проблемы. Не так давно вы открыли филиал, получается, Центра управления регионом в Усинске. Почему именно в этом городе и будут ли такие филиалы в других районных центрах и городах? В первую очередь муниципальные центры управления открываются там, где руководители городов и районов заинтересованы в повышении качества обратной связи. У нас два пока муниципальных центра управления. Это МЦУ Сыктывкара и МЦУ Усинска. Планируется, что до конца года муниципальные центры управления откроются также в Воркуте и Ухте. Это должно произойти до конца года, это поручение главы Республики Коми. Мы будем им помогать методически, организационно, фактически с ними работаем. И уверен, что они в самое ближайшее время станут очень важным элементом обратной связи в Республике Коми. И если говорить об их работе, то вот за несколько месяцев работы МЦУ суммарно 2 МЦУ отработали уже порядка 3500 сообщений. Это сообщения абсолютно различной тематики. И даже более того, продемонстрировали решение системных проблем, как, вот, например, было совсем недавно в Усинске, когда благодаря работе МЦУ была решена проблема с недоступностью для детей с ограниченными возможностями здоровья получать так называемые суховые наборы. Это произошло просто из-за несовершенства законодательства. Люди стали об этом писать, и муниципальные и региональные власти включились в эту проблему и очень быстро ее устранили. Я думаю, что вообще по-хорошему МЦУ должен появиться во всех 20 муниципалитетах, и это позволит, во-первых, быстрее слышать и реагировать на запросы людей, на какие-то текущие проблемы, которые должны решаться в какие-то понятные, адекватные сроки. Например, почистить снег во дворе или вкрутить лампочку в подъезде. Для этого ведь не нужно ждать 30 дней, как того предполагает классический порядок обращения. Но в то же время нет ли у вас опасений, что вот эти местные центры, они будут замалчивать те или иные проблемы, ведь они ближе к муниципальным властям? А вы знаете, вообще, идеология работы в интернете, и работы наших всех систем исключает возможность что-то замолчать и спрятать. Это невозможно, И, собственно, во-первых, вся эта коммуникация прозрачна, потому что она осуществляется, и каждый человек, зайдя в тот или иной паблик ВКонтакте, к примеру, может увидеть переписку между человеком, который сообщает о своей проблеме, и органом исполнительной власти, который ему что-то отвечает. И вообще, мне кажется, что благодаря развитию современных технологий, благодаря развитию интернета, вообще такие вопросы, о том, что муниципалитет, либо какой-то недобросовестный чиновник сможет что-то утаить, недосказать, не решить, спрятать, таких просто историй быть теперь не может, потому что все мы с вами это видим, это происходит на наших глазах, и вряд ли у кого-то получится не донести проблему до тех, кто ее должен решать, а тем более спрятать от Центра управления регионом, либо от муниципального центра управления. Моя коллега Ольга Коняева подготовила подробный материал о деятельности ЦУРа за этот год. Я предлагаю его посмотреть нашим телезрителям, а вас, Евгений Александрович, я благодарю за эту беседу. Спасибо. Это свеженькая контейнерная площадка в одном из дворов Сыктывкара только-только установлена. Подрядчик готов сдать объект. Остались последние штрихи. Установили бортовой камень, заасфальтировали площадочки, поставили металлические каркасы, обшили профилированным листом. То есть будут установлены евроконтейнеры. Однако еще буквально 10 дней назад жительница рядом стоящего дома жаловалась в соцсетях на то, что площадка в ужасном состоянии. Сигнал зафиксировали сотрудники Центра управления регионом. Отправили информацию в мэрию Сыктывкара. Та приняла меры, подрядчик ускорился. За год работы ЦУР Коми выявил больше 80 тысяч разных жалоб от жителей в интернет-пространстве. Направили их для решения в органы местного самоуправления или региональные ведомства. Большая часть вопросов решена.
Вместе мы вернули бесплатное питание для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Сделали доступными аэропорты республики для пассажиров с детьми и маломобильных категорий граждан. На 2 года сдвинули сроки ремонта дороги на Парче. Первый центр управления регионом появился 2 года назад в Подмосковье. В конце 2020-го ЦУРы по поручению президента были созданы в каждом регионе России. Главная цель – наладить диалог властей всех уровней с жителями, оперативно выявлять проблемы, самые простые и глобальные, максимально быстро их решать. Без бюрократической волокиты и отписок. Например, у ЖД вокзала в Сыктывкаре после ремонта территории в августе этого года не установили знак для парковки инвалидов. Мы приехали с ребенком на железнодорожный вокзал города Сыктывкара. Чтобы приобрести билеты в Санкт-Петербург, нам нужно было ехать на операцию. Ребенок у меня с инвалидностью, поэтому я искала парковку для инвалидов. Но я ее не обнаружила возле ЖД вокзала. Об этом Светлана написала в социальных сетях. Онлайн-формат – это в первую очередь оперативность, а ЦУР – связующее звено между жителем и властью. Ответ приходит в среднем через 4 часа, в то время как классический порядок обращения предполагает 30-дневный срок. Через пару дней мне пришел ответ от официального Сыктывкара, что вопрос решился, парковка восстановлена. 20 числа, проезжая мимо, я убедилась, что это действительно так. Спасибо большое за быстрое реагирование и решение вопроса. Информацию о жалобах от ЦУРа каждый день получают администрации городов и районов Министерства республики. Так только служба Стройжилтехнадзора Коми ежедневно принимает через ЦУР по 30-40 обращений обо всем, что касается управления многоквартирными домами. А прошлой зимой жалоб было под 100 в день. Тогда соцсети переполнились сигналами от жителей Вуктыла о холодных батареях в квартирах из-за проблем на котельной. Реакция не заставила себя ждать, и до сих пор Вуктыл на особом контроле. У нас сроки реагирования на такие обращения жестко регламентированы вплоть до часов. Провести должную проверку мы по таким обращениям не можем, но в то же время мы оперативно в рамках межведомственного взаимодействия работаем с органами местного управления, запрашиваем информацию управляющей компании, чтобы дать гражданину развернутый и полный ответ. Все ЦУРы используют информационно-аналитические программы «Инцидент-менеджмент» и «Тепловую карту». Это уникальный инструмент – приборная доска региона. Всевидящее око выявляет проблематику в режиме 24/7. Здесь мы видим те темы, которые граждан наиболее волнуют, такие как обращение по теме вакцинации или лечения от коронавируса, обращения и сообщения по темам плохих дорог, ЖКХ, благоустройства. За месяц мы, если обратим внимание на карту, мы видим, что больше всего проблем и волнует граждан Троицко-Печорского района и Сыктывкара. Расклад по муниципалитетам, темам, разным временным отрезкам. Программа анализирует информацию и выявляет возможные риски. Стоит написать комментарий в открытом доступе. В соцсетях система автоматически регистрирует жалобу, присваивает номер, приоритет, тематику. Мы отвечаем сразу, это называется первичная реакция. То есть мы даем понять человеку, что мы зафиксировали сигнал, кому передали, для каких действий передали и в течение какого срока мы вернемся с повторным ответом. По аналогии с ЦУРом муниципалитеты создают свои центры управления. Сыктывкарский работает с июня. За это время специалисты отработали почти 4500 сигналов. В основном это, конечно, ВКонтакте, потому что это самая распространенная у нас используемая социальная сеть в стране и в Республике Коми. Но также еще Одноклассники и Инстаграм. Система автоматическая, она по ключевым словам, я так понимаю, по каким-то определенным триггерам выхватывает эти сообщения и, соответственно, уже после этого направляет нам работу. Например, вместе с жителями города нам удалось решить ряд мусорных проблем. Около дома номер 5 по улице Кутузова, около школы 16 был вывезен растительный и крупногабаритный мусор. Также была убрана свалка около дома номер 7 по улице Коммунистической. Усинск стал первым арктическим городом, где создан муниципальный центр управления, причем в расширенном варианте. Здесь система постоянного мониторинга включает и тепловую карту, и безопасный город. Это 63 камеры. Инспектора в круглосуточном режиме в ночную смену также мониторят все, что у нас происходит в городе. Разработан протокол взаимодействия с ОМВД, и если что-то они фиксируют, они могут передать на прямой номер туда в ОМВД и сообщить о каком-то нарушении или каком-то происшествии.
Центр управления Усинска заключил соглашение с управляющими компаниями. Частые вопросы от жителей многоквартирных домов теперь отрабатывают оперативно. До конца года такие центры появятся еще в Ухте и в Воркуте. Сегодня это вот в Усинске именно правильная схема. То есть сегодня все ваши обращения поступают непосредственно на стол вот руководителю муниципалитета или лицам, которые отвечают, как я сказал, за то или иное направление. За год работы ЦУРа удалось решить не только локальные, но и выявить системные проблемы. Так, в июле этого года сотрудники аэропорта Ухты не пустили в комнату матери и ребенка женщину с малышом, потому как она не была пассажиром. Таков уж регламент. Расстроенная мама написала пост в соцсетях. В ЦУРКоме зафиксировал, направил сигнал главе региона. По его поручению Минэкономразвития республики предложила Коми Авиатрансу изменить правила. Теперь во всех аэропортах региона комнаты матери и ребенка доступны не только по билету. Услугами детской комнаты могут воспользоваться не только пассажиры, но встречающие и провожающие. Итогом еще одного сообщения в соцсетях и работы ЦУРа стало поручение Владимира Уйба правительству региона оборудовать 15 дополнительных вертолетных площадок в отдаленных районах. Если помните, была такая очень резонансная история, когда сотрудники МЧС весной по неокрепшему льду перевозили ребенка, которому срочно потребовалась медицинская помощь. Мы тогда, собственно, изучали эту проблему, и выяснилось, что действительно в очень многих населенных пунктах республики очень трудно транспортировать человека, если ему вдруг понадобилась помощь в период бездорожья, потому что там либо вовсе отсутствуют, либо находятся в ненормативном состоянии вертолетные площадки для санавиации. Самая актуальная тематика за последние месяцы и не только в нашем регионе – вакцинация и лечение от коронавируса. В таких вопросах ЦУР выступает как консультант, но опять же с помощью специалистов. Отвечают на самые частые вопросы. Разрешили вакцинироваться беременным женщинам. Единственное, после 22-й недели. Что касается вакцины «Спутник Лайт», теперь она применяется только для ревакцинации и переболевших. Информационно-аналитическая система позволяет отлавливать даже фейковую информацию. Такую ЦУР может передавать в Роскомнадзор и правоохранительные органы. Или просто опровергнуть. Так ЦУРКоми развенчал фейк о том, что якобы оленеводческое хозяйство Интапри Полярное будет закрыто. На самом деле на республиканском предприятии на тот момент уже наметили не только ремонт, но и перспективы развития. Мы продолжаем работу по организации предприятия, которое получит статус резидента арктической зоны со всеми вытекающими льготами и перспективами. Планы ЦУРа развиваться дальше, совершенствовать сервисы обратной связи, расширять круг партнеров. Уже наладили работу с прокуратурой, планируют подписать соглашение с региональным управлением МЧС. Привлекают общественные организации. Так куда же обратиться с проблемой? Все просто. Сообщение можно оставить в социальных сетях, в официальных группах городов и районов Республики Коми или ЦУРа, а также обратиться через платформу «Госуслуги. Решаем вместе».